сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о отзыве депутата, поскольку вообще не обсуждался в комиссии, насколько я знаю, лично я не участвовал, хотя активно в заседании. Это и второе. Мы только что говорили о состоявшемся съезде чеченского народа. Там принят документ, я думаю, если он уже подготовлен, я хотел бы, чтобы этот документ был доведен до сведения всех народных депутатов. Может быть, речь о зачитать его нам, мы будем таким образом когда-то знакомы. Я зачитаю постановление о движении чеченском общенациональном съезде. У нас действительно здесь разные точки зрения по этому вопросу. Для того, чтобы внести ясность в это, я все-таки хотел бы зачитать. На третьей сессии Верховного Совета на прошлой сессии было принято решение не принимать декларацию о суверенитете республики до решения вопроса, то есть до решения Второго съезда России по вопросу восстановления имущества, который начинается, мы знаем, сейчас чрезвычайный, а позже будет работать Второй съезд России. Конечно, не совсем понятно было, чем вызвана была сегодняшняя поспешность. Ведь принятие декларации отложили Дагестан, Кабардино-Балкария, ряд автономных республик. Единственная Северная Осетия решила отменить ранее принятую декларацию о вхождении в состав России и поднять статус своей республики до Союза. Уже истинно благие намерения для затягивания решения имущественного вопроса. Сегодняшняя повестка дня, мы, видимо, немного помогаем им в этом. Конечно, при обсуждении декларации мы будем оговаривать, если, конечно, будет рассматриваться вопрос только в составе России, то, конечно, мы в этом не поможем. Поэтому, если все-таки повестка сегодня принимается, я просил проголосовать за отмену решения предыдущей сессии по данному вопросу. И второе, я просил бы, доктор Круч, как с вами и ранее говорили, в связи с проведением чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР, нашего постановления Верховного Совета Членбургской АСР по осуждению решений данной сессии. Уважаемые товарищи депутаты, на предыдущей сессии у нас был включен вопрос о правомерности оценки концепции добровольных рождений. Я хочу доложить очень точно о том, что мы провели большую работу в этой комиссии. И когда я сомневался, и многие сомневались здесь, присутствующие и за пределами этого зала, почему вопрос выносится и будет рассматриваться, изучаться, потому что все было тогда ясно и доподлинно известно, что эта концепция отвергнута учеными, она не признается обществением, политиками, программами и принимает решение на многотысячных митингах. Мы и сегодня опоздаем, если этот вопрос не внесем в повестку дня, потому что вчера закончившаяся общенациональная съезд членства народа принял решение опять-таки по этому вопросу, и этот вопрос у нас был одним из главных таких доедевшихся, между прочим. Хотя я каждый об этом говорит. Считаю, что необходимо этот вопрос включить в повестку дня, принять по этому вопросу специальное решение. Комиссия имеет определенное мнение, недвусмысленное, как и все наши граждане. И, более того, проект этого решения, проект основных предложений были опубликованы с трудом, с величайшим трудом в газете «Комсомольское время» за 6 августа, за 6 сентября этого года, 6 сентября. Поэтому все в курсе, и депутаты, и граждане. И второй вопрос был там внесен мною повестку дня о передаче всех документов, связанных
Фридию Абдурахманова Каханова, антисталиниста, профессора в комиссию по законодательству, законности и правопорядку. Однако ни одного документа в эту комиссию не поступило. Я разговаривал с председателем постоянной комиссии товарищем Петренко. Он говорит, что есть какие-то документы, но надо было передать эти документы для ознакомления. Ни в отделе, ни в комиссии, никто с ним не знаком. А они слушают. Однако, другое помню, на той сессии председатель Верховного Совета товарищ Завгаев говорил, что на районных собраниях тоже принимают решение о восстановлении гражданства Абдурахманова Каханова. Если мы эти материалы не рассмотрим в чисто законодательном, юридическом плане, то мы опоздаем. Нельзя плести за событиями хвосты. Нас не поймет народ, а времени очень много. По вопросу повестки дня. Здесь ставится ярчайший поддержка депутата Гайдура, что нужно отменить предыдущее решение. Мы принимали такое решение, включая повестку дня. Но так как сегодня включен вопрос о декларации, о суверенитете на республике, повестку дня, нужно его принимать. Это первое. Во-вторых, я считаю излишним сегодня ставить вопрос о поименном голосовании, включать повестку дня или не включать. Однозначно, включенный вопрос нужно голосовать. Это первое. Второе. Мне кажется, по повестке, внесенной Бугаевым, стоило бы посмотреть, так как мы целый день будем заседать, тоже звонил в Москву и давал вот такие кордонные данные. Вот такого человека надо всегда выявлять и показывать и народу, и депутатам. Тогда вот такие вопросы. Письмо подписано 30 депутатами Урус-Мартановского районного совета народных депутатов. Он касается начальника милиции Урус-Мартановского района. Поэтому я прошу внести в повестку дня нашей сессии пункт разный. Гирихан, по повестке прошу поддержать депутатов, предложение Караева, предложение Арсенукаева и Ахмадова. И еще, товарищи, сегодня вопросы, поднятые записанные в повестку дня, очень важны. Поэтому просьба ко всем депутатам поддержать нашу просьбу группы депутатов о полной трансляции, особенно вопроса, касающегося обсуждения и принятия декларации. Спасибо. Уважаемые товарищи, прежде чем вносить предложение, я хотел бы аргументировать. Сегодня у нас очень ответственный день. Мы все с вами закладываем фундамент под будущее здания совместной деятельности всех народов нашей республики. Поэтому нет необходимости объяснять, насколько серьезно и тщательно нужно отнестись к строительству этого фундамента. Вы знаете о том, что русский народ на съезде провозгласил необходимость организации своего государства. Вчера закончился съезд чеченского народа, единогласно признана необходимость создания своего государства. Сегодня мы все идем по пути демократии, и каждый народ, пользуясь своим законным правом, провозглашает свое право на свою государственную самостоятельность. В связи с тем, что решение принято совершенно недавно, мы готовились к комитету Чечено-Ингушской АСР, с глубоким уважением относясь к мнению народа чеченского по Чеченской республике, я выносил такое предложение. Сегодня вопрос о декларации не рассматривать по следующей причине. Нам нужно делать все юридически правильно и согласованно. Я не вижу ничего страшного, если мы перенесем этот вопрос на неделю, на две. Соберутся представители ингушского, чеченского, других народов и обсудят, прежде всего, представители народов обсудят, как нам дальше действовать совместно. Я не понимаю, что были какие-то причины, не считаю, что есть какие-то причины для того, чтобы действовать врозь. Мы не имеем возможности обсудить, что планируется при создании чеченской, как нам решить вместе. Я считаю, вопрос должен стоять так. Что чеченский народ, какая помощь нужна от ингушского народа, и что хочет ингушский народ, какая помощь ему нужна от чеченского народа. Поэтому я предлагаю перенести рассмотрение вопроса до согласования всех проблем по декларации.
Так, еще раз первый микрофон. Депутат Кемеров, 98. У меня обращение. Обращение к комсомольцам и молодежи Мазаровского, Случинского и Молдавецкого районов 4-й сессии Верховного Совета ЧС. Повесите вас, говорит. У меня как обращение, я вам передал. Нет, сейчас повесите. По порядку. Мы, комсомольцы и молодежь 3 районов, считаем необходимым поддержаться принятию декларации о государственном суверенитете республики на 4-й сессии Верховного Совета до рассмотрения справедливого вопроса ингушского народа на 2-м съезде народных депутатов Российской Федерации. Принятие декларации о суверенитете в настоящее время вызовет непонимание у молодежи ингушской национальности большинства жителей наших районов, осложнение в решении ингушской проблемы. Вместе с тем выражаем обеспокоенность нерешительностью, проявленной Верховным Советом ЧСФ по восстановлению автономии Ингушетии. Призываем всех народных депутатов, общественные организации, трудящихся республики консолидироваться в решении данного вопроса. Я вам передаю. Отдельный вопрос, народные депутаты. Я сегодня не понимаю, что здесь происходит. Это во-первых. Потому что оргкомитет сегодня выступил очень интересно, значит, сделал выступление товарища Мухаева. Вчера была принята на съезде декларация об образовании Чеченской Республики. Я вас прошу не включать в повестку дня, значит, о ложной информации по центральным, значит, прессам. Если вы интересуетесь, значит, личностью, которая, значит, выступал по Маяку, за ним это товарищ Муром, профессор, доктор экономических наук. Так, это во-первых. Во-вторых, я бы принять такое постановление. Обсудить декларацию об образовании Чеченской Республики, но обсудив, принять решение, признать преждевременным или, значит, нецелесообразным принятие Чеченской Республики, декларации Чеченской Республики, так как не решен вопрос об Ингушетии. Если мы сейчас, если бы мы приняли ту декларацию, которая была принята вчера на съезде, я там просил слова, но мне не дали этого слова. Я там хотел обратиться так. Если мы это сделали, мы ингушей оторвали бы от нас полностью. Экономически заблокировали. Поэтому я считал нецелесообразно принимать отдельно декларацию о суверенитете Чеченской Республики. Я хотел предложить, сегодня обсуждался вопрос о декларации суверенитета Чечено-Ингушской Республики. Это во-первых. Во-вторых, если мы сегодня, то есть если вы сегодня примете декларацию о суверенитете Чечено-Ингушской Республики, то вы не будете, то есть наша республика не будет выступать субъектом по подписанию союзного договора. Все будет упираться в это, товарищ. В союзном договоре в автономной республике проходит как второстепенной республике. Поэтому нам нужно выступать наравне со всеми. Каждый народ должен иметь право такое же, как и великий или малый, независимо от величины. Поэтому я предлагаю не включать информацию о ложной информации, как здесь было сказано, а обсудить вопрос о декларации. Я вас прошу принять декларацию о суверенитете республики. Мы в этом никого не ущемим, ни ингушей, ни казаков, ни нагайцев. Я так думаю. Потому что территория наша остается целостной, и здесь мы будем выступать на деревне. А сейчас мы имеем двоякое подчинение. Нам не нужно это, товарищи. Я вас прошу принять мудрое решение. Я вас обращаюсь к вам как к мудрым народным депутатам. Что я вам такие прошу? Второй микрофон. Уважаемые депутаты, считаю, что материалы, которые разрешены сюда, предлагаю материалы съезда обсудить до обсуждения о декларации. Почему? Потому что, видимо, придется вносить декларацию о суверенитете Чечено-Ингушской Республики. Некоторые моменты обсудить итоги съезда до
значит, мы спешим, и поэтому делаем ошибки. Значит, первый мы на той сессии приняли, что до решения ингушской проблемы отложить сессию. Второе, значит, на съезде чеченского народа приняли тоже Чеченскую республику. Надо или правильно, неправильно, оно уже пошло в эфир. Поэтому я предлагаю поставить на голосование, значит, в повестке дня этот вопрос через неделю, 2 недели или когда там, значит, вернуться к этому решению вопроса. И поставить вопрос на голосование. Понимаете? Для того, чтобы вы с этой обсудили и приняли мудрое, правильное решение, я позволю себе процитировать проект Конституции будущей Российской Федерации. Статья 1. Государственный суверенитет. Российская Федерация – суверенное, демократическое, социально-правовое государство, исторически объединившихся в нем народов. Российская Федерация Республики. Она обладает, я обращаю ваше внимание, она обладает верховным и исключительным правом в отношении своей территории, подчеркиваю, территории и национальных богатств. Самостоятельно определяет и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, принимает конституции и законы, имеющие, подчеркиваю, верховную стимул на ее территории. Государственный Российской Федерации, подчеркиваю, един и неделим. И последнее. Состав и территории Российской Федерации. Российская Федерация состав национально-территориально, не национально, территориально и регионально образовательно, имеющих конституционно-правовой статус равноправных республик, сколько земель, а также федеральных территорий. Спрашивается, кем мы хотим быть, землей или федеральной территорией? Если мы это хотим конкретно ответить на этот вопрос, мы сегодня должны принять декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Сегодня мы должны принять декларацию Чечено-Ингушетии и вместе с ингушами решать вопрос этих земель. А когда они будут, эти земли, возвращены, спросите не группу людей, а ингушский народ. Хочет он отделиться, хочет он образовать автономную республику свою или нет. Если хочет, вторым этапом решить этот вопрос. А сегодня принять декларацию соответствующую и вместе общими усилиями решать этот вопрос. Я прошу ингушский народ. В какой форме мы сегодня планировали вынести на сессию Верховного Совета, я готов дать краткую информацию. Мы не только не против того, чтобы решать ингушский вопрос, но мы об этом заявили и в Оргкомитете беседы представительного ингушского народа, что независимо от того, в какой форме будет существовать чеченская республика, мы это будем показывать. И тем не менее, даже вчера, когда вопрос опять стал о том, что ингуши могут счесть себя обделенными, и труднее будет решать свой вопрос по возвращению исторических наших земель, было заявлено, что сегодня на сессии Верховного Совета депутатов, которые участвовали на съезде чеченского народа, уполномочили проводить суверенитет Чечено-Ингушской республики в обязательном порядке, потому что если мы сегодня этого не сделаем, мы не получим суверенитет уже, когда бы то ни было. Мы провозглашаем суверенитет Чечено-Ингушской республики, мы поддерживаем эту идею, но обязательным включением туда статьи, которые гарантировали возможность и право для чеченского народа, как и для ингушского, который является оба носителями политического суверенитета этой республики, на создание своего суверенного государства. Вот это я делал ваше суверенитет. После того, как сформировался наш Верховный Совет, мы все единогласно поддерживали наших братьев ингушей. Говорили о том, что мы поддерживаем их законные суверенные права. Я всегда говорю,
каждый народ имеет право на самоопределение, на законную защиту своих прав и интересов. Здесь совершенно справедливо выступил товарищ Нунуев. Съезд чеченского народа продемонстрировал волю, продемонстрировал то, что надо защищать интересы чеченского народа и так далее. Я их поддерживаю. Но не решив один вопрос, мы спешим решить, который, должен получить какую-то свою поэтапную последовательность. Я считаю, было бы правильно, если мы сегодня поставили бы на голосование вопрос о декларации Чечено-Ингушской Республики, и было бы совершенно справедливо и прошу, я прошу поставить этот вопрос на голосование. И второй вопрос. Я прошу каждого медика, который был начал форум, убрать. Я не знаю, чего нас защищает когда. Почему не такая необходимость, чтобы соединить? Почему надо охранять? Это просто поставить на водой. Данную повестку принять за основу, включив туда два вопроса. Это рассмотрение решений Общенационального съезда чеченского народа и второе и утвердить данную повестку дня. Нет никакого сомнения в том, что суверенитет надо понимать. Действительно, на прошлой сессии, когда очень остро и сейчас, и тогда стоял вопрос о проблеме ингушского народа, о необходимости оказать помощь ингушскому народу, сессия Верховного Совета, весь депутатский корпус пошел навстречу этой проблеме, и суверенитет был отложен. Он был до периода, когда будет проведен съезд народного депутата ГШК. Но съезд откладывается, видимо, в смысле он 27-го начинается, но возникает проблема, действительно связанная не только с ингушским народом, в целом с суверенностью Чечено-Ингушии. И хотели бы того депутаты сегодня или нет, я считаю, что этот суверенитет будет принят. Надо смотреть правде в глаза, и никогда не надо от нее отворачиваться. Но я считаю, что Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики не может пройти мимо того, что происходило на чрезвычайной сессии, собранной в Северной Осетии, в работе которой я принимал участие. Я считаю недостойным депутатов, представляющих чеченские, ингушские, другие народы, проживающие на территории этой республики, промолчать после того, как облили грязью всю историю ингушского народа, который является составной частью этой республики. Поэтому, как депутат Верховного Совета, я прошу провести специальную сессию Верховного Совета Республики, связанную с необходимостью ускорить решение проблемы ингушского народа. Этот вопрос от имени Верховного Совета неоднократно мы выходили с обращением. И, значит, Верховный Совет поддерживал нас. Но поймите, исходя из тех встреч, которые были у меня в Москве, значит, руководителями Российской Федерации, я прихожу к заключению, что они этот вопрос все время замалчивают, не хотят его решать. Подпольно действуют остинские, понимаете, вот эти волки, так, значит, в Москве. Мы должны об этом сказать правду. Почему? Потому что от того, что мы здесь ходим и по нашим аулам агитируем друг друга за то, чтобы восстановить автономию ингушского народа или вернуть пригородные, значит, Молдобекские районы, в Москве ничто даже не колышет. Поэтому необходимо, я еще раз повторяю, я прошу этот вопрос поставить на голосование, образовать специальную комиссию, которая с приглашением представителей Совета Российской Федерации, значит, депутатского корпуса представителей СССР рассмотрела проблему ингушского народа здесь, на Верховном Совете Чечено-Ингушской Республики. И при принятии подобного решения, я думаю, ожидаем сегодня за этот суверенитет. Но если мы не примем и, значит, это решение, не сделаем шаг этот в плане решения проблемы, которая стоит более, значит, 40 лет перед ингушским народом, нас не поймет ингушский народ, и с сегодняшнего вечера, по крайней мере, как только эта передача пойдет в эфир, да, в тех краях могут начаться совершенно ненужные нам волнения. И попробуй потом доказать, кто кому друг, а кто нет.
А ведь мы-то, откровенно говоря, в душе все болеем за эту проблему. Все болеем за эту проблему. Значит, более 40 лет на землях ингушского народа живет другой народ. Спит в его домах, нежится в его кровати. Вот, значит, обливает грязью его могилы. И мы все это терпим, живем рядом здесь. Наверное, этого нельзя допускать. В конце концов, мы должны выпрямиться. Вот, понять, что честь и свобода превыше любого благосостояния. Вот, вас прошу, товарищи, поддержите это предложение. Я хотел бы сказать по повестке следующее. Ее, безусловно, надо рассмотреть, но предварительно, включив в повестку дня, надо рассмотреть итоги или материалы съезда чеченского народа. И не все участвовали в работе съезда, не все знаем. Уверяю вас, многое станет на место. Многих информация по различным вопросам обогатит, заставит задуматься. О суверенитете сегодня надо рассматривать вопрос. Вы, если внимательно слушали выступление товарища Бугаева, второе, не надо задавать себе вопрос, куда мы спешим. Спешим вот поэтому. Но мы друг друга все хорошо знаем, когда мы говорим чеченский вопрос, ингушский вопрос, это обжигает мне сердце. Так не должно быть. Нам наши предки не простят, и потомки нас проклянут. Нам надо мудрости, мужества, поэтому я предлагаю, суверенитет надо принимать, но, безусловно, заявить суверенитет на пригородный район. Сегодняшним решением. На Молдаванской зоне там есть. Все, что принадлежало республике, и потом это не ингушские территории, это чечено-ингушские территории. Речь идет о достоинстве республики. Народу, братских народов. Поэтому нам не надо спешить. Не надо перегружать свои депутаты, надо исключить. Вопрос не насколько мы успеем это сделать. И потом, вот хорошо сделали, опубликовали, стенографический отчет сделали по сессии чрезвычайной. По сессии. Я не хочу ничего сказать о пассивистском народе, о другом народе, но крайне неуважительное, крайне оскорбительное отношение к целому чечено-ингушскому народу, к его истории, к его достоинству мы должны иметь. И правильно, я поддерживаю товарища Бекова, надо этот вопрос отдельно рассмотреть. Это реально банальная история, мы не можем пройти мимо этого. Дебатировал, но каждый депутат об этом точно не знал. И выступление товарища Бугаева о том, что мы можем опоздать и остаться где-то на стороне, я считаю, это оправданно. И в связи с тем, что не принят суверенитет, я считаю, что там различные автономии собираются, понимаете, затейником свою автономию, я считаю. И правильно здесь выступающие сказали, в том числе Леонид Табачевич, Сергей Мазетович, сегодня нам надо принять этот документ о суверенитете, принять его и заявить о себе как Союза Республик. Потом, как товарищи сказали, мы будем рассматривать вопрос об ингушской автономии, если он будет поставлен так остро. Но в сегодняшнем суверенитете должны быть включены все территории Чечено-Ингушетии, которые были в пределах до 1934 года. Этот вопрос надо отдельным пунктом отразить. У меня все. Спасибо. Значит, Я предлагал, значит, прежде чем приступить, значит, к обсуждению вопроса о декларации государственного суверенитета Чечено-Ингушской Советской Республики, я предлагал
посмотреть о текущем положении ЧССР. И мы же в порядке поступления. А то, что здесь написано, оно раньше поступило. Я надеюсь. Поэтому я хотел внести предложение, вот вместо этого вопроса, другой вопрос. О президентской власти в республике. Мы без этого не обойдемся. Вторая. Уважаемый товарищ, уважаемый нами всеми народом Абдурханов сейчас очень болен Абдурханов. Ему более 80 лет. Затягивать решение вопроса о его реабилитации, мне кажется, сейчас нельзя. Тем более, что сейчас однозначно и по публикациям в центральной прессе и так далее, и все, что мы читаем, мы давно все убеждены в позиции сталинизма по отношению к нему и в его позиции по отношению к советскому народу. Поэтому я считаю, для того, чтобы принять вот это постановление, состоящее из 4 предложений, достаточно нашей комиссии, того же по законодательству, поручить, на перерыве мы подготовим это постановление и предложим для принятия Верховному Совету. Если комиссия будет состояние, К тому же, съезд чеченского народа потребовал решения этого вопроса. Я хотел предложить Верховному Совету принять постановление о согласии принятия Абдурханова на гражданство честное. Потому что требуется для принятия гражданства требуется 3 документа. Это согласие, значит, по принятию на гражданство, по предоставлению ему жилплощади или, значит, земельного участка и заявление этого гражданина. Значит, я хочу проинформировать для, может, ускорения этого вопроса. 3 декабря я еду в Мюнхен и, значит, постараюсь у него взять такое заявление. И еще, существует указ от 1955 года, который гласит, что лица, не принимавшие участие в карательных операциях, подлежат амнистии. Товарищ Абдурханов попадает под этот указ. Но дело в том, что вот политическая реабилитация, значит, под сомнением. Так как у нас сейчас многопартийная система, и, значит, он в свое время высказывал свою точку зрения, которую сейчас мы все высказываем, я предлагаю вам принять такое постановление о согласии дать ему гражданство Чечен-Ингушской ССР. Значит, комиссия впервые начинает работать, и если комиссия готова вести предложение, вы сам рассматриваете. Так, я ничего, по-моему, не хочу сказать. Первую часть. Виноградов. По трансляции была просьба, вопрос по декларации без сокращения выступлений полностью. Давайте так и договоримся. Давайте так и договоримся. Так и рассмотрим. В отношении Абдурханова интервью с ним было в нашей молодежной газете. Я думаю, можно считать за поведение потому что давайте комиссия, пусть комиссия Дело в том, что в трансляции мы на каждой сессии этот вопрос оставали и договаривались. Мы договаривались здесь, а телевидение делало свое. Мне кажется, тут нужно конкретно поручить человеку фамильно, чтобы эти самостоятельно не занимались. Товарищи, вот давайте не отходите от этого двигаться. На прошлой сессии мы договаривались получать информацию, чтобы само телевидение несло ответственность. Вы, наверное, видите, сейчас у нас есть союз информационный час. Может быть, увлекаться не надо. Но что касается декларации, мне кажется, это особый вопрос. Здесь бы наши телевидение помогло все это записать и, в общем-то, показать. Может быть, вот так вот? Что касается декларации. Смотрите, у нас председатель после он это слышал, он это слышал, она организует. Теперь по Винограду. Значит, позавчера, первый день нашего чеченского съезда, мы собрались в специальном бюро Комитета партии, специальное бюро,
И там отменили известное постановление, которым давалась политическая оценка некоторым лицам, в основном это чеченские национальности, которые в свое время, как говорится, не признавали концепцию добровольного вхождения. Им была дана оценка, многие были освобождены от работы, понесли там наказание и так далее, и так далее. Значит, вот по постановлению отменили. Об этом на съезде Андрей Гургарович информировал. Это вот тоже, как говорится, шаг к тому, чтобы истина становилась на месте. Теперь, что касается вот некоторых высказаний, я свое мнение буду ошибаться. Мне кажется, мы все же не должны допускать отступления от существующей нашей действующей Конституции Советского закона. Что я имею в виду? Ну, предложение такого плана, лишить гражданства. По-моему, это даже, как говорится, выше наших полномочий, лишать кого-то гражданства. На мой взгляд, это делает только Верховный СССР, юристы вы здесь подскажите мне. То есть как-то поосторожнее. А в целом, нам мы свою позицию этой концепции высказали, отношения, естественно, все принятые документы отменены, поэтому, может быть, это по взвешению проводим. Давайте посоветуем, у нас еще есть время. Еще раз вот. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, дело в том, что все, что я говорил, выступая на такой сессии, это были мои предложения отдельно одного депутата. Это только мои предложения. А дело ваше выступает и решать как-то по-своему. И второй аспект. Я там, даже при этом, что это мое отдельное мнение, тем не менее, я очень осторожно подчеркивал, что как раз имею в виду то, что говорит уважаемый доктор, что мы не лишаем его гражданства в полном объеме его такого, как мы привыкли его понимать этот вопрос. Я предлагал, должны были бы лишить его статуса гражданина Чечено-Ингушской республики как мера морального воздействия, сохранения его политических, всех юридических и иных прав. Тоже решили, как мера морального воздействия. Другой меры, например, я не знаю. Мало было войны, его это он здесь ждать, его это он все там. Вот там вы здесь и бедать с мамой. И, так, пожалуйста. И вот Да. Это ясно. Я бы сказал, у нас готовы все, документ. Киев, что его? На сегодня рассматривает проект на киевчуйцы. Включим повестку, потом обсуждаем вопрос. Какие? Включим повестку. Да, включим повестку, потом посмотрим. Как он правильно принимает. Да. Надо было пригласить его послушать объяснение. По повестке. По повестке. Товарищи, мы очень благодарны. Ингушскую проблему все вы лишь понимали ее и желание ее решить единой. Но я бы считал, что вот нахожусь я под впечатлением вчерашнего митинга, который на Дране состоялся. Люди, прослышав, что сегодня будет суверенитет и, значит, с выходом из состава России, очень сильно были озабочены. Мне пришлось 4-5 раз выступить, и где-то в час ночи только мы людей уговорили разойтись. Порядка 1000 человек собралось на площади райкома партии. Я объяснил, значит, что и в обсуждении постоянной комиссии, и, значит, в информации руководства, и встречи с первыми секретарями районных комитетов партии вопрос шел о, значит, суверенитете, значит, в составе России, что наш
наши интересы там не будут ущемлены, и мы будем, значит, в этом плане, значит, настойчиво добиваться, значит, не быть ущемлены интересы русского народа. Но я понимаю, что это нашего настоятельности, и сами тут высказываются, и все единое решение. Ну, все-таки я считал, что нам сегодня нужно принять обращение в адрес Верховного Совета РСФСР о включении в повестку дня рассмотрения ингушского вопроса, если не на этом съезде, то на первом же сессии Верховного Совета РСФСР. Текст обращения, если вы позволите, мы тут быстро подготовим и начнем. Согласитесь? Когда парламент дорогой текст, видимо, значит, повестка принята. Перерыв на сколько дней? Здорово. Косилев. Это Регала, Матволя. У меня таких денег. Я не был.
проекте здесь прилагается. Значит, что касается ауховских чеченцев, вот обращение в Верховный Совет. Здесь вот эти все листы, и это общая тетрадь, это подписи и историческая справка о судьбе этого населения. Вы знаете, что 4 ноября в станице Червленые Брагуны в Дагестанской автономной республике прошел чрезвычайный съезд нагайского народа и терского казачества, где принято решение суверенитет вот на данных территориях, где проживает терское казачество и нагайское население, включая в том числе территории нашей республики. Причем подчеркивается, что что декларация может быть вступить в силу закона с 1 января 1991 года, но если же сессия Верховного Совета Чечен-Ингушской АСР примет декларации, то с момента принятия вот декларации о государственном суверенитете нашей республики. Рассмотрев все эти варианты, Президиум Верховного Совета нашей республики внес свой проект, который роздан вот депутатам. Он имеется во всех материалах и также должен быть обсужден на нашей сессии наряду вот, скажем, с основными положениями других проектов декларации. И предложенная Верховного Совета декларация как раз вбирает в себя те основные положения, включенные вот в проекте декларации, о которой я уже говорил. Мне представляется, что здесь ключевая статья, это первая статья. Чечено-Ингушская Советская Республика есть суверенное государство, созданное в результате самоопределения чеченского ингушского народа. Это одно, но другое. Учитывая, да, я, простите, не назвал вот тот проект, который нам вчера предложил Общенациональный съезд чеченского народа. Я считаю, что Верховный Совет Республики должен прислушаться к форуму чеченского народа, оценить историческое прошлое, историческую перспективу и сложившиеся реальности и сегодня вынести окончательное решение. По мнению делегатов съезда и по мнению депутатов, которые участвовали в работе этого съезда, подход к решению данного вопроса снимет те аспекты суверенитета, их разные толкования, которые вот на сегодняшний день имеются в республике. Я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Во всех проектах декларации, в том числе и вот в декларации, принятой на Общенациональном съезде чеченского народа, красной нитью проходит мысль, что не чечено-ингушская, если она будет провозглашена, не чеченская, если она будет провозглашена, не допустит ущемления интересов народов, независимо от их национальной принадлежности. И это надо сказать еще раз, потому что вот этот вопрос, связанный с принятием декларации о государственном суверенитете, является, я бы сказал, судьбоносным для всех народов, проживающих на территории нашей республики. Я не думаю, что есть здесь необходимость говорить сейчас остановиться по статьям. Я бы хотел представить эту возможность народным депутатам. Я выполняю поручение Президиума Верховного Совета, но при этом, как народный депутат, сохраняя за собой право высказать собственные соображения по тем или иным статьям. Я думаю, что мы успешно решим эту очень важную историческую задачу, если в декларации, если мы учтем, что это прежде всего декларация, провозглашающая основные принципы государственного устройства той республики, название которой мы ей дадим. В декларации не должно быть деталей,
В декларации не должно быть статей, которые в перспективе будут включены в Конституцию, основной закон нашей республики. Кстати, замечу, что Конституционная комиссия работает над созданием проекта Конституции республики, в том числе и альтернативного варианта. Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, вот недавно нам с доцентом Чечено-Ингушского госуниверситета Абубакаровым Таймазом Тайсумовичем посчастливилось, я бы сказал бы так, принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с названием «Национальное государственное устройство и межнациональные отношения в Российской Федерации». Публикация информации по этой конференции была, значит, подходы к проектам Конституции, в том числе и того союзного договора, во всяком случае, которым нам там дали, есть большие разногласия, есть взаимоисключения, не говоря о противоречиях. Поэтому, вот, учитывая то замечание, которое я сделал и в начале работы нашей сессии, то есть вот по проекту Конституции, я прошу к вопросу о принятии государственного суверенитета подойти, в чем я не сомневаюсь, очень ответственно. Я еще раз повторяю, если нас уведут детали, то мы документы грамотные, документы, учитывающие международно-правовой опыт, мы не примем. Нам сегодня надо провозгласить государственный суверенитет, вот это важно, вот это ключевая статья. У меня все. За внимание. Понять, я и этим горжусь. Меня импортирует решение общенационального чеченского съезда. В принципе, я солидарен с решением этого съезда. Там много конструктивного. Но и в то же время я до мозга костей интернационалист, и меня сегодня волнует судьба народов, населяющих нашу республику. Меня сегодня волнует проблема ингушского народа. На самом деле, когда мы в начале нашей сегодняшней сессии говорили, если мы действительно, нас волнует судьба ингушского народа, если мы на самом деле братья наших ингушей, и если нас сегодня волнует судьба всех народов, населяющих нашу республики, и русские, и казаков, и так далее, то мы должны сегодня, наверное, серьезно подумать, какой нам делать выбор. Вчера в районе проходил казачий круг. Я на нем принимал участие. И наших казаков тоже волнует судьба, какую же форму о государственном суверенитете примет сегодня наш Верховный Совет. Я понимаю, принятие впервые на Верховном Совете такого важного документа, это вполне ответственно, и, конечно, здесь могут быть различные мнения. Но мы должны сегодня с учетом различных мнений еще раз серьезно подумать и решить вопрос, подойти к этому выбору взвешенно, чтобы наш выбор отвечал чаяниям, интересам всех, кто проживает. И в этом смысле, как мне кажется, наиболее удачным вариантом является вариант декларации о государственном суверенитете, предложенный Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской Советской Республики в составе России на договорных началах Союза. Тем более, что в нем учтены мнения определенной части общественности нашей республики и различных проектов, о которых сегодня доложил нам товарищ Бугаев. Суверенитет нам нужен. Мы должны быть хозяевами на своей республике. Но опять-таки повторяю, с учетом мнений всех населяющихся на нашей территории. Вот сегодня говорят, что должен быть чеченский суверенитет. Я, в принципе, не против. О государственном языке и так далее, и так далее. Мне кажется, что мы сегодня не совсем готовы к этому. Надо бы, на мой взгляд, подождать решения съезда народных депутатов Российской Федерации и еще раз посоветоваться с народом, с теми, кто проживает в нашей республике, и взвешенно принять столь важный документ,
для нашей республики. Ну и на чеченском съезде тоже говорили о том, что посоветовались со всеми. Ну и тот документ, который предложил президиум Верховного Совета, тоже учитывает мнение части определенной общественности республики. И я бы считал, что такой документ, наверное, должен принять весь народ, живущий в нашей республике. Я считаю, принять сегодня решение, отложить до проведения сессии народных депутатов Российской Федерации, посоветоваться с народом, другим словом, провести референдум народа. И, наверное, потом вернуться к принятию взвешенного решения. Что имеет с этим депутат? Можно долго будет? Товарищи, не отнимая у вас много времени, хотелось бы отметить, провозглашение суверенитета не в составе России, с которой связано свыше 90% межхозяйственных связей, дотаций, продовольствия, товаров народного потребления, приведет, на наш взгляд, к дестабилизации без того напряженной общественно-политической обстановки. Непременно будут приняты ответные санкции со стороны российского правительства. Реальность такова, что провозглашение декларации о суверенитете Чечено-Ингушской республики является, на наш взгляд, попыткой ослабления России в угоду центра его политических амбиций. При этом принятие декларации о суверенитете, в какой бы форме она ни принималась, вне состава России осложняет решение вопроса по восстановлению исторической справедливости к ингушскому народу, несшего вместе с вами репрессии сталинского режима. Кстати, как вы знаете, в его решении наметились некоторые позитивные сдвиги. Вот решение комиссии, вы в курсе этого. А мы хотим свести их сегодня на нет. Сегодня вся надежда ингушского народа на братскую помощь чеченского народа, всех народов, проживающих в республике, и на демократические преобразования, происходящие в Российской Федерации, намного опережающие консервативную верхушку административно-бюрократического аппарата Центра. Вчера завершился съезд чеченского народа, где представители народа однозначно высказались за суверенитет Чеченской Республики. Это волеизлияние народа, и мы это приветствуем. Но поймите правильно и представители ингушского народа, которые знают, что в основном ингушский народ за суверенитет в составе России. Ибо об этом говорилось на всех митингах, сходах, собраниях, проходивших в ингушских населенных пунктах. Может быть, за последние несколько дней это мнение народа изменилось? Не знаю. Поэтому депутаты ингуши сегодня не готовы голосовать за суверенитет в составе Союза или другой республики, не в составе России, не посоветовавшись с народом. Видимо, это относится и к другим депутатам, находящимся в зале, которых постановка настоящего вопроса застала врасплох. То есть не успевши согласовать свои позиции со своими избирателями. Поэтому я просил бы депутатов учесть наше мнение. Безусловно, вы можете сказать, что недостойно это дело все время просить. Но я готов ради сохранения братских отношений между нашими народами и еще раз просить вас об этом. Ибо безучастное отношение к судьбе обездоленного народа не поможет нам сама история и наши потомки. Нам неприемлема сегодня политика разделяния власти, из-за которой мы уже натерпелись вдоволь. Как говорят наши старики, самое главное, чтобы мы потом смогли смотреть друг другу в глаза, не стыдясь своих поступков. Пусть будут прокляты, может, это немного эмоционально, те, которые хотели бы бить клин недоверия между нашими народами, а вдвойне те, которые думают, что удастся сделать из-за какого-то клочка земли. Дал Болбуш совочный балет. Мы от души рады успехам чеченского народа, переживающего сегодня свое становление, и уверены,
что в решении справедливых требований войнавского народа по возврату аннексированных земель пригородного, части Малгобекского и правобережной части города Орджоникидзе они найдут поддержку, как находили ее до сих пор. Стремление ингушского народа к восстановлению своей автономии справедливое, а справедливость всегда должна восторжествовать. Знаю одно: столкнуть лбами два народа, завязать драку, а самим со стороны наблюдать с ухмылкой, повторяя это и есть два братских народа, никому не удастся. И тот, кто сегодня ставит вопрос о границах, делит наши внутренние земли, этим самым убивает клин между народами, является предателем интересов народа, будь то он ингуш или чеченец или представитель другой национальности. История народа ему этого не простят. Слава Богу, у нашего народа сохранилось еще нечто такое, чем следует дорожить. Мы в тяжелых исторических испытаниях осознали, впитали в кровь, что если все можно купить, то не все продается. Есть что-то вечное и святое, кроме денег, барахла различного. Есть Родина, Отец, Мать, душа, честь, национальное достоинство, народ, чувство долга, отзывчивость на чужую беду, преклонение к отечественным могилам. Уверяю вас, что ингушский народ готов подписаться под любым документом, выработанным чеченским народом и другими народами республики. Но на этом небольшом, решающем историческом отрезке времени просим депутатов Верховного Совета ЧССР повременить принятием суверенитета в составе СССР или государства суверенитета до проведения референдума ингушского народа. А если мы будем принимать, то принять суверенитет на первом этапе в составе Российской Федерации, и только это, мы считаем, поможет нашему народу в быстрейшем решении данного вопроса. Хочу заострить ваше внимание в другом случае. Депутаты ингуши, как заявили, не уполномочены народом принимать какое-либо другое участие в другом решении данного вопроса. Теперь хотелось бы здесь, учитывая, что Абдулла Бугаев не довел до вашего сведения заявление, которое за 3 дня подано от имени депутатов ингушей и от имени Оргкомитета, Верховный Совет, кратко зачитать это заявление, потому что от этого заявления будет зависеть дальнейшее участие депутатов. Заявление на внеочередную сессию Верховного Совета ЧССР намечено на 26-е от народных депутатов ЧССР, представителей ингушского народа и Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии, проекту декларации о государственном суверенитете Чеченской Советской Республики. Народные депутаты ЧССР, ингушской национальности и Оргкомитет по восстановлению автономии ингушского народа, сознавая историческую ответственность за восстановление своей государственности, уважая права и интересы всех народов республики, предлагают следующие изменения и дополнения к проекту декларации. В статье 14 вместо слов «на основе договора совместно с другими республиками участвует в образовании Российской Федерации и входит в состав Союза СССР на основе союзного договора» записать «входит в состав Российской Федерации на основе федеративного договора и участвует в образовании Союза СССР на основе союзного договора». Статья 16 предлагаем изложить в следующей редакции. Территория Чечено-Ингушской Республики не может быть изменена и использована без ее согласия. Сохранить. При этом Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики оставляет за ингушским народом право на провозглашение собственного государственного суверенитета, если он почитает это необходимым. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики не признает суверенитет СССР над ингушской территорией, включая правобережную часть города Орджоникидзе, пригородный район и часть Малгобекского района, отторгнутых в результате репрессий. Основываясь на декларации Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав, Верховный Совет ЧССР заявляет о своей решимости добиваться возвращения ингушскому народу его исторической родины. Территориальные споры Чечено-Ингушской Советской Республики с другими республиками решаются на основе Конституции СССР, РСФСР, ЧССР и других законодательных актов в парламентской форме. Вопросы же, не урегулированные законодательством, решаются путем переговоров. Чечено-Ингушская Советская Республика самостоятельно определяет свое административно-территориальное деление. Товарищи, как я отметил, здесь приняли участие 5 депутатов,
и оргкомитет. Прошу отдельно проголосовать за это заявление, ибо это мнение, как я вам сказал, депутата и оргкомитета. Ну, как мне сказали, товарищи, что это заявление подано за 3 дня, и прошу вас учесть, в зависимости по отношению от этого заявления, в дальнейшем будут принимать те депутаты, которые здесь подписались. Товарищ полковник, депутат. Товарищи депутаты, приглашенные, так получилось, что мы собрались с вами накануне, вернее, после съезда, общенационального съезда чеченского народа, на котором я был в качестве приглашенных и принимал активное участие. Безусловно, съезд впечатляющий, у чеченского народа накопилось немало проблем, о которых шел на съезде. И решение съезда и атмосфера съезда, безусловно, оказывают определенное влияние и сегодня при принятии декларации о суверенитете Чечено-Ингушской Республики. Сегодня товарищ Бугаев говорил о съезде нагайцев и казаков, терских казаков. На этом съезде присутствовали депутаты Верховного Совета от нашей республики, я, Юнуев, товарищ Бахмадов. И товарищ Юнуев, выступая, заверил, и мы его поддерживаем, о том, что мы должны донести декларацию этого чрезвычайного съезда до депутатов. Это заявление я выполняю, потому что оно обращено ко всем депутатам, к нашему высшему парламенту. Декларация о самоопределении коренных народов Ногайской степи. Мы, делегаты Чрезвычайного объединенного съезда Ногайского народа и Терского казачества, выражая волю своего народа и поддерживая их суверенные права на самоопределение, заявляем о антигуманных указах Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года в части, касающейся расчленения Ногайской степи и передачи ее в 3 административных территориальных деления – ТССР, ЧССР и Ставропольский край. Опираясь на суверенное право ногайского народа и терского казачества на самоопределение на началах провозглашенных международным актом ООН в области прав человека, заключительным актом совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, итоговыми документами Мадридской, Венской встреч представителей государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларации прав России, Конституции РСФСР и Декларация о государственном суверенитете РСФСР, съезд решает рассмотреть территориальную целостность Ногайской степи, создать на данной территории национально-государственное образование ногайцев и терского казачества в статусе республики в пределах Ногайской степи и в составе Российской Федерации. Данное государственное образование провозглашается во имя высшей цели обеспечения прав каждого человека, независимо от национальной и религиозной принадлежности, на свободное развитие пользования родным языком, различий политических, культурных и личных прав, свобод граждан, предусмотренных нормами международного права и Конституции РСФСР. Все народы, проживающие на данной территории, равны, земля, ее народ, воды, растительный и животный мир, памятники истории и культуры. В пределах данного государственного образования являются общественной собственностью всего населения и его экономики. Шестое. Декларация вступает в силу с 1 января 1991 года, а в случае принятия декларации ДССР и ЧССР о суверенитете хотя бы одной из республик, данное
избранцы вступают в силу незамедлительно. Предложить Верховным Советом ДАССР, ЧССР и Ставропольскому краевому совету народных депутатов начать переговоры с исполнительным комитетом, избранным чрезвычайным объединенным съездом Ногайского народа и Терского казачества по вопросам восстановления целостности Ногайской степи в пределах до 9 января 1957 года. Съезд проходил, товарищ ошибся, Бугаев, в поселке Червленные Буруны. Я выполнил волю наших избирателей и наше слово, которое дали мы избирателям. Я ознакомил вас с принятием декларации, и я хотел бы, то ли это большой народ, как чеченцы, или малый, как нагайцы, или сословие, как казачество, да и другие народы, которые населяют нашу республику, есть свои проблемы. Я бы предложил нашему Верховному Совету при рассмотрении решения общенационального съезда чеченского народа заодно и рассмотреть, и обязательно рассмотреть декларацию чрезвычайного съезда ногайского народа и казачества. Какой бы он ни был народ, большой или малый, наверное, как никому, как чеченцам и нушам, близко. Когда-то их считали то ли малыми, то ли большими. Я хотел бы, чтобы мы принимали решение и эту декларацию рассмотрели. Что касается сегодняшнего отношения, мое личное, к сегодняшнему проекту, мы его рассматривали на нашей комиссии, пришли к выводу, что действительно декларацию сегодня нужно принимать. А те вопросы, которые поставил вчера чеченский народ на своем съезде, ставят сегодня наши братья-инуши, да и остальные народы сегодня зачитывали, их нужно действительно рассмотреть в комплексе на одном из заседаний Верховного Совета и определиться. И, видимо, правильно, если мы пригласим сюда, из тех людей, которые, стояли во главе этих съездов и организовали. Я предлагаю депутатам на сегодняшний день принять решение о принятии той декларации, с которой сегодня выступает Президиум Верховного Совета нашей Республики. Спасибо за внимание. Слово имеет депутат пожалуйста. Если депутаты выражают свое мнение групп населения республики, закончили свое выступление, я думаю, нам следует обсуждение декларации вести таким образом, постепенно. Каждую мысль, каждую фразу пропустим, так сказать, через коллективный уровень. Сейчас, я думаю, здесь найдутся депутаты, которые даже специально что-то говорят. Надо обсуждать, например, постепенно, чтобы мы знали, что мы это снимаем. Давайте продолжим обсуждение о том, на каком этапе может быть вопрос, что вы предлагаете. Я не хочу комментировать, вы все имеете на руках проект декларации. Естественно, вы потом должны, очевидно, построение правительства. А сейчас точно зрения выслушать депутаты, они, естественно, будут, наверное, поганы. Пока продолжим, если не возражаете. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, сегодняшний день имеет очень большое значение для республики. Сессию Верховного Совета предстоит определить перспективный путь, по которому пойдут наши народы. Особая ответственность за правильность принимаемых решений возлагается на нас в связи с многонациональностью республики. Если говорить коротко, то нашу задачу в общем виде вижу в том, чтобы создать условия для равноправного развития всех народов, уважения к их правам, строительства нашего дома на общечеловеческих и национальных ценностях. Задача эта очень сложная, и решить ее или приблизиться к решению
можно только при условии, что все жители республики будут проявлять взаимное уважение, терпимость, стремление сделать добро, а не стремиться решать свои проблемы за счет других. Несколько подробнее хочу остановиться на проблемах чеченского и ингушского народа. Тяжелая, трагическая судьба выпала на долю чеченского народа. Много веков пришлось вести борьбу с захватчиками за выживание, за сохранение этноса. Ущемление интересов народа осуществлялось силой оружия, силой закона и бюрократическим режимом унитарного государства. Стремление к свободе, к самоуправлению является совершенно естественным и необходимым условием для успешного возрождения и расцвета чеченского народа. Открытая перестройка, возможность национального самоопределения породила поиск оптимального пути развития. Уже длительное время идет в народе дискуссия, какой сделать выбор, то ли союзная или автономная республика, то ли советская социалистическая или просто республика, будет ли чеченский народ в составе Российской Федерации или образует независимое государство. Мои избиратели с глубоким уважением относятся к чаянию чеченского народа. Мы считаем, что только чеченский народ может решать, какой путь дальнейшего развития ему выбрать. Надо только благословить его и оказать посильную для нас помощь. В проекте декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Советской Республики заложены коренные интересы чеченского народа. Остановлюсь на проекте декларации в плане соответствия ее интересам ингушского народа. Поддерживаю направленность декларации на государственный суверенитет, демократизацию, восстановление человеческих прав наших народов на свою исконную родину. В то же время в декларации есть положение, приемлемые или не отражающие интересы ингушского народа. Главным вопросом является, с кем мы, то ли остаемся в Российской Федерации или участвуем в образовании Союза СССР как независимое государство. Выход из состава Российской Федерации категорически приемлем для ингушского народа по многим причинам. Первое. Вам известно о том, что желание решить Федерации твердое намерение решить проблемы репрессированных. Если ингушский народ выйдет из состава РСФСР, лишится всякой надежды на парламентское решение проблемы восстановления Родины, расчлененной Сталиным и его приспешниками. Второе. Не секрет, что Ингушетия экономически отсталый регион. Обретя политическую свободу, нам потребуются большие материально-сырьевые и финансовые ресурсы для возрождения нашей республики, нашего народа. Мы надеемся получить их только в составе Российской Федерации. Третье. Мы надеемся на то, что народы Российской Федерации, ступившие на путь демократических гуманных преобразований, не будут впредь притеснять малочисленные ингушские, чеченские и другие народы, а будут защищать их от других агрессоров. Следующий принципиальный момент. Если мы сегодня провозгласим суверенитет только на нынешнюю территорию Чечено-Ингушской Республики, то узаконим отторжение ингушских земель в пользу Северной Осетии. Поэтому суверенитет надо провозглашать и на эти земли, тем более, что образование Чечено-Ингушской Республики на нынешней территории происходило с нарушением Конституции СССР, РСФСР, Чечено-Ингушской ССР. Товарищи, вне всякого сомнения, такие серьезные вопросы, как национальная самостоятельность, имеют свои особенности, и по этим вопросам есть принципиальное расхождение. И сегодня я уверен в том, что не будут совпадать наши точки зрения. Вот уже несколько дней мы обсуждаем эту проблему с точки зрения, как же сделать так, чтобы учесть интересы всех народов. Мы не едины сегодня здесь. И от того, что болит у нас, это не значит, что не болит у других. Как нам прийти к согласию, чтобы все мы сделали общее дело, причем оставались на общечеловеческих наших принципах. И в этой связи, товарищи, я бы хотел подчеркнуть вот что. Сегодня для нас принципиальным моментом декларации самым главным является о том, что будем ли мы оставаться в составе Российской Федерации или нет. Значит, мои избиратели, я не могу говорить о всех, мне во всяком случае сказали, что это неприемлемо. И сегодня принимать участие в голосовании за выход нашей республики из состава Российской Федерации я не имею права без референдума. Я прошу это, товарищи, понять. И сегодня обращаюсь
Датку Гапуровичу. У нас есть практика, кто за, кто против, кто воздержался. К этому моменту добавить еще один пункт. Кто сегодня не принял участие в голосовании по данному вопросу, чтобы мы имели возможность или пройти, сесть назад, или каким-то другим образом зафиксировать. Я повторяю, принимать участие в голосовании за выход из Российской Федерации я не имею права без референдума, потому что наше голосование ни к чему не приведет. Слово имеет Владимир Ильич. Подготовиться и сразу. Уважаемые товарищи депутаты, я очень внимательно выслушал выступающих товарищей, значит, все взгляды по этому вопросу, которые существуют в республике, и строю свое выступление, осознавая всю меру исторической ответственности данного этапа. Можно говорить очень долго, с разными аспектами, можно говорить убедительно, но истина, она одна. Давайте сначала задумаемся, как возникла вот эта система, когда создавались союзные и автономные республики. Какой принцип был заложен в основу создания? Где та правовая, нравственная основа, на котором волюнтаристски, утопистски настроенные большевики в те годы создавали такую матрешку? Есть такой ответ? Дан такой ответ. Долго этот вопрос обсуждается и в центральной печати, везде, в нашей стране, в мире. Нет такого ответа. Это был поистине волюнтаристский шаг. Это было не продумано. Поэтому мы пришли к сегодняшнему дню. Поэтому разваливается наш общий дом, который был построен с такой надеждой. И теперь задумаемся, товарищи, какой народ счастливым вот эта система, вот эта матрешка? Я убежден, и вы в этом убеждены, что прежде всего от такой системы пострадал сам русский народ. Вот эти волюнтаристские, максималистские устремления обездолили прежде всего русский народ. Если посмотреть на их деревни, если посмотреть на уровень производства по тем, значит, принципам и к тому, к чему пришла Россия сегодня, то именно вот этот максимализм, вот это непонимание, нежелание понимать ни этнической психологии, ни национального характера, ни национальных особенностей, вот это привело к сегодняшней трагедии. Что бы мы ни говорили, истина еще в том, о каких бы системах мы ни говорили, о рабовладельческом, о капиталистическом, социалистическом, существует и существовал труд подневольный и труд свободный. Под какими бы идеологическими лозунгами этот труд не прикрывался. Свободный труд облагораживает, освобождает человека. Это производительный труд. Это труд, который делает из человека личность. А подневольный труд, рабский труд, угнетает душу, в конце концов приводит к регрессу. А теперь посмотрите то же самое по отношению к целому народу. Свободный народ, народ, который чувствует, что он получает то, что зарабатывает, а то, что не зарабатывает, не получает, этот народ, который рано или поздно приходит к прогрессу. Да чего тут выдумывать? Посмотрите на страны Европейского экономического сотрудничества. 31 декабря 1992 года Западная Европа раскрывает границы и превращается в единое государство, потому что там существовал свободный труд свободно развивающихся народов. Не этот ли принцип вначале был заложен в основу и самим Лениным? Убежден, что если этот умный человек, если бы дожил, скажем, хотя бы 5-10 лет и посмотрел воочию, во что превращается вот эта система, он бы непременно вмешался, навел порядок в стране. Но этого не было сделано. А мы этого не хотим сделать. Даже сейчас, когда реально развалился уже, по сути дела, союз, мы еще думаем, сколько нам свободы взять. Если бы вот в сегодняшние разговоры, где-то год даже, если бы кто-то сюда вышел за эту трибуну и сказал, что он хочет выйти из состава России, его бы за ненормального приняли. Вы посмотрите, как быстро меняется психологическая ситуация в стране. Почему нам опаздывать с принятием решений?
Но я тут не буду распространяться о том, товарищи, что все беды во все исторические времена нашего народа были не от нашей экспансивности, не от нашего интернационализма, а были от нашего свободолюбивого духа. Мы хотели свободы, нам ее не давали. Не давал не русский народ, а те шовинистические, имперски настроенные силы, которые губили и собственный народ, и не давали спокойного жития другим народам. Нам сегодня говорят, что чтобы взять полный суверенитет, не созрели какие-то экономические условия. Я не буду говорить о том, какие были экономические условия, производительные силы в 20-х, когда действительно создавались и союзные, и автономные республики. Я только скажу словами героя Советского Союза Хан-Султана Дачиева, который вчера на Чеченском съезде сказал: мы смогли выжить в песках Средней Азии. Почему же мы сегодня в Чечено-Ингушетии не проживем? Этими словами, товарищи, все сказано. И еще давайте не забудем, товарищи, что наш народ не придет в смятение, не выйдет на улицу, что в магазинах нет мяса, молока, водки и так далее. Превыше всего этот народ всегда ставил свободу. И почему мы лишаем этот народ этой возможности? Да имеем ли право? И тем не менее, товарищи, за сегодняшнюю сессию я не очень волнуюсь. Я не волнуюсь потому, что если мы не послушаемся народ, нас просто распустят. Если мы не пойдем в духе времени, нас просто будут презирать, выгонят отсюда, изберут новых депутатов, и будет существовать действительно суверенная Чеченская республика. Вот что произойдет. И вы об этом все прекрасно знаете. Но, товарищи, когда мы готовили документ о декларации, когда мы задумаемся об этом вопросе, ошибаются те, кто не думает, что мы не задумываемся о русских, украинцах, армянах, других представителей национальности, которые проживают в сегодняшней Чечено-Ингушетии. Дело в том, что, товарищи, что любая из этих национальностей имеют свои собственные суверенные государства. Вы не подумайте, что я делаю это намек, что я, мол, предлагаю им выехать туда. Ничего подобного. Они прочувствуют гораздо большее внимание, большую любовь к себе, чем в те времена, когда нас держали в идеологических клетках и били там по голове и сучили туда палками. Я говорю просто это потому, что каждому народу нужна своя государственность для самостоятельного развития, для выражения его духовных интересов, экономических, политических и так далее. Ну и последнее. Тут действительно раздается и бряцание оружием в некоторых местах, ну и недальновидные разговоры и все прочее. Это бывает и со стороны, значит, наших братьев за Тереком, наших братьев среди ингушей. Возможно, такие, значит, проявления, высказывания отдельные и со стороны чеченского народа. Я бы просил Верховный Совет и всех жителей нашей республики не думать, что вот такие вот высказывания, вещи, они отражают подлинное настроение, подлинный психологический склад, так скажем, подлинные намерения подлинного чеченского народа. Чеченский народ всегда отличался сдержанностью, благородством, благоразумием. И я уверяю вас, что если мы сегодня примем правильное решение, мы пойдем действительно по пути прогресса, по пути взаимопонимания, и все у нас будет нормально. Баркош, говори свободу. Слово имеет товарищ Исаев, депутат, подготовиться, помощь. Товарищи депутаты, Исаев, 14 округ. Сегодняшний день для нас, в целом для всех депутатов, а также для всех народов, населяющих нашу республику, имеет очень историческое значение, если мы сегодня примем декларацию о суверенитете нашей республики. Опубликованные в местной печати для всенародного обсуждения некоторые проекты декларации о государственном суверенитете являются, на мой взгляд, неудачными
не только с точки зрения государственно-правовой теории, но и по структуре и содержанию. Общий для всех проектов недостаток о недопустимости смешивания таких понятий, как декларация, конституция и договор. Если в декларации провозглашаются в основном важнейшие принципы, то в Конституции призвано конкретизировать или развернуть и развить содержание этих принципов и придать им форму конкретных конституционных норм. Однако многочисленные вопросы, поднимаемыми авторами указанных проектов, это и вопросы, относящиеся к декларации, и вопросы, составляющие предмет Конституции, и вопросы, имеющие отношение к договору, который может быть подписан между суверенными субъектами союзного договора на добровольной основе. Здесь передо мной выступающие часто задавали вопрос, куда мы спешим? Товарищи депутаты, мы все трезвые люди, выбранные нашим народом, и должны правильно оценить обстановку и ту ситуацию, которая перед нами сегодня складывалась. Да, на последней сессии мы принимали решение, что вопрос о декларации суверенитета будет возвращен после съезда России. 10-дневный срок. Но сегодня стоит перед съездом России такая задача, уже готов проект Конституции, и если эта Конституция будет принята на этом чрезвычайном съезде России, то наш суверенитет не будет иметь никакую юридическую основу. Поэтому это всем сидящим здесь надо это правильно понять. Одно сравнивать с другим нельзя. После провозглашения суверенитета, после принятия этой Конституции, это уже не будет называться суверенитетом. Каждый из нас предполагает слово суверенитет, это независимость, это свобода каждого народа. Поэтому будет чуть-чуть грубовато это звучать, но я прошу заранее извинения. У нас есть в народе такая пословица: два мужика не сидят в одних штанах. Или так это грубо будет звучить. Поэтому мое личное мнение, представленное Президиумом Верховного Совета, проект декларации, именно статья 14, я бы хотел, чтобы она прозвучала именно в таком смысле. Чечено-Ингушская республика в целях успешного строительства демократического общества, повышения экономического состояния, обеспечения безопасности и обороны, проявляя уважение к суверенным правам всех народов, придерживаясь принципов самоопределения наций, добровольности и равноправия, может вступать в договорные отношения с другими республиками, союзом республик и государствами. Вступая в договорные отношения с другими республиками и государствами, Чечено-Ингушская республика сохраняет всю полноту власти над своей территорией. Вопросы, отнесенные к совместному ведению, решаются субъектами договоров на основе равноправия. Поэтому, если мы с вами, товарищи депутаты, если сегодня не примем декларацию, то наша республика, не будет являться субъектом для заключения договоров, которые буквально на днях, эти договора должны уже проекты разосланы, вы знаете, буквально со дня на день, возможно, они будут уже заключаться. И самое главное, нам нужно всем здесь понять, если мы провозглашаем наш суверенитет, то прежде всего суверенитет должен быть провозглашен и над теми территориями ингушского братского народа, и над теми территориями нашего чеченского Ауховского района, который, мы все знаем, это в Дагестане находится, что эта территория тоже находится, была, тоже оторвана от нашей республики и должна находиться, отнесена к нашей республике. И я далее хотел бы дополнить и согласиться, с товарищем Зейтовым Короном к тому пункту, то, что он здесь предложил. Этот пункт, наверное, в ходе обсуждения мы его более-менее, сформулируем. Далее, в 10-й пункт я бы хотел дополнить, тут последнее, кто прочтет, то оставляет за собой право на возмещение ущерба. Тут это слово непонятно. Мое мнение, тут надо дописать на возмещение морального и материального ущерба, причиненного нашей республике. Вот это тоже я хотел бы существенно дополнить. И не считаться с мнением, прошедшим
общенациональным съездом чеченского народа нам тут тоже, значит, никто не позволит. Поэтому те дополнения, значит, как товарищ Зейтов тут доложил, значит, нужно будет конкретизировать, формулировать это, значит, и после провозглашения, значит, Республики Ингушской нам нужно будет вернуться, значит, именно к провозглашению Чеченской Республики. У меня все. Дорогие земляки, коллеги по работе, у нас на самом деле сегодня день исторический. За то прошедшее время, которое мы прожили вместе, пожалуй, важнее этого дня, к которому мы сегодня подошли, я вообще не знаю, будет ли еще такой день. Разум этого дня, успех этого дня, по всей видимости, радость этого дня каждого из здесь присутствующих, кто представляет цвет всех народов, проживающих на этой территории, будет, пожалуй, заключаться, это субъективная точка зрения, в разуме, в нашем разуме, который повлечет за собой, скорее всего, компромисс. Если мы на сегодняшний день уйдем отсюда без компромиссов, от этого не будет радостного дня ни у кого. Ни у русскоязычного населения, которое я представляю, ни у ингушского, у которого, как мы слышали сейчас, масса своих проблем, ни у чеченского, который вчера проголосовал и провозгласил свой суверенитет. Вопрос чрезвычайно сложный. Поэтому, что хочу сказать. Видимо, нужно каждому пойти на этот компромисс. Прежде всего, на первом этапе, то есть двигаться, сделать здесь революции, не нужно революции. Нужен нормальный эволюционный процесс. К этому мы сейчас подошли. Поэтому, видимо, уж коль так сложилось, не спешите расстаться с русскими. Мы еще, я уверен, обогатим республику и позволим не просто выжить в песках, а, наверное, как каждый из нас хочет ездить на Вольвах, питаться нормально, жить в человеческих условиях. Просто не забывайте, что существуют просто-напросто экономические условия, реальные экономические условия, реальные экономические законы, по которым живет весь мир на сегодняшний день. Не нужно ничего придумывать, нужно просто взять готовое, эти готовые экономические формулы, догмы, и по ним жить. А потому, например, на сегодняшний день, что такое американец? Мы уже неоднократно на всяких наших с партиями, с движениями встречались там за гражданское согласие, говорили, что такое американец? Это такое количество наций, которые сегодня позволяют процветать в стране. Если мы будем сегодня европейцами называться, неужели нас это обидит? Но при этом будем жить по-человечески. Ведь цель у нас у всех одна. Жить лучше, жить краще, жить богаче. Поэтому давайте к этому идти всем вместе. Компромисс будет заключаться, прежде всего, на мой взгляд, в том, что мы должны остаться сейчас в Российской Федерации. Раз. Компромисс должен заключаться в том, чтобы не ущемились права и русскоязычного населения. Между прочим, после выступления и суверенитета Чеченской Республики, государства, как это было сейчас, вот я слышал, честно говоря, вот мне, как русскому человеку, чисто мое субъективное мнение, мне становится тревожно. Тревожно становится за мой народ, который здесь проживает и который приносит довольно-таки, большие богатства республики. Потому что мы в основном работаем в промышленности, я надеюсь, вы этого отрицать никто не будете. Поэтому также должно быть учтена воля чеченского народа, который вчера свершил, ведь факт-то свершил. Значит, выходит, мы подходим уже просто-напросто к фактам. И давайте ими оперировать. Если это нужно, и это воля русскоязычного населения, это ингушского, это чеченского, значит, просто-напросто нужно найти такое компромиссное решение, чтобы сегодня всех оно устроило. И, наверное, оно будет заключаться в том, чтобы мы остались, прежде всего, в России, чтобы учтены были интересы русскоязычного населения и ингушского народа. Все-таки русскоязычного населения 35%, как вы понимаете, если все уйдут с камнем на душе, от этого лучше республики не станет. Богаче она от этого, естественно, тоже
Значит, остаться мы должны в России, наверное, это опять-таки мое личное мнение, признать, что в нашей республике, которая еще будет, наверное, контуры, которые мы должны наметить обязательно сегодня, что она из себя будет представлять чисто административно, уже входя в Россию. Может быть, это будет просто общая терская республика, состоящая из нескольких автономных республик, каждый, который имеет свои права, ну и прочее, прочее. Это как варианты. Но отсюда мы должны уйти с каким-то одним решением. И тогда, наверное, всем на душе от этого будет легче. Я просто еще раз убедительно прошу и призываю всех присутствующих здесь, очень прошу, не поддаваться эмоциям, все делать постепенно, не надо делать все быстро. Вот к этому я хочу призвать. Ну, свою точку зрения я высказал и прошу ее обязательно учесть. Спасибо. Слово имеет Бахматов. Вопрос. Мы выступающим вопрос не задаем. Уважаемые народные депутаты, представиться забыл от волнения. Бахматов, 175-й Щелковской избирательный округ. Уважаемый председатель, я думаю, буду прав, если скажу, что в последнее время мы проживаем самые напряженные и ответственные дни. Никого из нас, сидящих здесь в зале, стоящих на улице, всех граждан республики, не оставляет покоя и не может не беспокоить будущее республики. Товарищи, мы являемся еще того свидетелями нашей полной крутых поворотов жизни, как все еще продолжается со стороны отдельных идеологов, политиков, правоведов и остатков команды административной системы искажение сути и истинного смысла категорий и явлений. В частности, такое изобретательство, искажение продолжается и наблюдаемо в наши дни в вопросе о государственном суверенитете. Разрабатывается проект, предлагаются различные варианты о суверенитете, где предусматривается форма государственного устройства, неизвестные международному праву и мировой практике. Предлагается, в частности, вхождение республик, федерации, которая будет входить в соответствующую федерацию, и в то же время эта республика может миновать федерацию, через голову входить и в другую федерацию, вот так. Я лично не представляю, я не претендую, что я прав, остальные не правы, или авторы этих проектов не правы. Это вам разобраться. Но я как правовед, как мне сказали на Чеченском съезде, когда я подвергал некоторые документы, автор этого проекта декларации, уважаемый мною Алиев Дадаш, заявил, что я оторвался от теории, давно в практике, занят уголовщиной и в вопросах государственно-правовой политики, утратил, так сказать, свое представление. Но, тем не менее, я все-таки исхожу признаю науки, придерживаюсь установленному определению, или, как сказать, выработанному. Государственный суверенитет определяется как политика правовое свойство государственной власти, выражающая ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ страны, и состоящие в праве государства самостоятельно, свободно решать свои дела. Я лишний раз напоминаю, если кому-то покажется, что недостаточно международного правового понятия, то скажу, что марксизм, ленинизм тоже исходит из такого определения понятия государственного суверенитета. Следовательно, иное толкование есть искажение смысла и назначения государственного суверенитета, если мы говорим о нем как о таковом государственном суверенитете. Моя позиция в этом вопросе однозначна. Она определилась однозначно за последнее время, я об этом ниже скажу. Что я хочу сказать? Что республика должна быть
провозглашена на этой сессии Верховного Совета как самостоятельное, независимое суверенное государство, которое будет иметь возможность строить свои отношения с остальными государствами, республиками на договорных началах и на равных правах может участвовать в образовании Союза суверенных государств. Тем самым я предлагаю, что из проекта декларации должно быть исключено слово, что участвует в образовании федерации, Российской Федерации или иной федерации, входит РСФСР или не входит, это должно быть исключено. Я был одним из ярых противников, чтобы Чечня-Ингушетия входила в состав Союза или образовывал Союза до последнего времени, товарищи. Здесь, пользуясь случаем, скажу, что это ведется или будет вестись трансляции, чтобы слышали зрители, различные телезрители. Скажу, что почему у меня изменилось отношение. Я в Шелковском районе, я избран оттуда, за меня голосовали и русские, и нагайцы, кроме чеченцев, где-то половина на половину проходящие. И всех агитировал, что нам только с Россией, и никаких разговоров остальных. Изменилась моя позиция. Входя в состав рабочей группы по подготовке Конституции, я ознакомился здесь, уважаемый мною Бугаев Абдулла, и привел вам текст первой статьи, знакомился с другими документами проектов, знакомился, и вы, наверное, знакомы, выступления самих народных депутатов РСФСР, в том числе и русскоязычной национальности, о которой они сами обеспокоены и сами вызывают озабоченность о том, что же ждет их в России. И вот поэтому я понял, что, так сказать, своим незначительным опытом, так и наблюдениями нашей текущей жизни, пока что сегодняшний политический режим России не готов дать остальным численным народам той демократии, той самостоятельности, которую этого требует и предлагает международная правовая практика. Вот поэтому изменилось. И не потому, что это сегодня изменилось, что взял верх там амбиции, что я чеченец или ингуш, или чеченцы и ингуши должны быть отдельные и пренебрежение русскими интересами. Пока я не забыл, скажу, здесь передо мной выступал уважаемый депутат, выход из России, из подчинения России, вернее, это еще не попытка срастаться русскими. И не надо беспокоиться за судьбу русского народа. Я повторяюсь, я говорю, я чеченец, избран русским народом, стою перед вами как с чеченцами. И я могу от имени всех чеченцев и ингушей, думаю, буду прав, если я скажу и возьму на себя ответственность, ни одному русскому, ни одному армянину или иному не будет никаких ущемлений их прав и предлагаться им уезжать отсюда. А там, где им не создаются нормально бытовых других условий, и когда цены подросли на домовладение, хотят извлечь прибыли, это выдавать, что чеченцы и ингуши выживают их, эту политику не надо делать. То есть я хотел бы это учесть и обращаюсь к вам. Прошу вас, меня правильно поняли. Дальше. А где в пределах каких территорий должна быть провозглашен суверенитет? Суверенитет должен провозглашен на всей территории Чечни и Ингушетии, а не Чечни. При этом суверенитет должен распространяться на все отторгнутые земли. Это не значит, что мы должны отсюда выходить и идти у них насильно отбирать. Мы должны какой-то формулировки выработать, признать наше право и сохранять за собой право, что требует возвращения этих земель. Вот как я вижу. Настоящий совет не только Чечню, но и все Чечни и Ингушетии. По поводу выступления народных депутатов от Ингушетии Дзейтова Дзурабова, что народные депутаты от Ингушетии не уполномочены ингушским народом участвовать в провозглашении суверенитета. Чего греха таить, за глазами говорит, я хочу высказаться, как говорится, как на духу, перед вами, перед Богом, все, что поэтому я думаю, основываясь на законе. У нас нет депутатов от Чечни, или от Ингушетии, или от Русской. У нас есть только избирательные округа, по которым избраны народные депутаты Верховный Совет Чечено-Ингушской АСР. Поэтому решение, согласно статье 92 Конституции, считается принятым, если будет подано большинство голосов от общего числа народных депутатов ЧСР. Там в конкретном случае не будет иметь воздержались ингуши или чеченцы, русские или армяне от голосования. Зависит, сколько голосов мы здесь наберем. Мы или вы, или кто как будет отдано. Теперь по вопросу опасений ингушей, я напрасны, товарищи.
Ну, есть же, мы же грамотные люди, юристы, правоведы, политика, наконец, жизненный опыт. То, что принять декларацию как какое-то препятствие, я не представляю. Опять-таки, я допускаю вариант, что я, возможно, ошибаюсь. Далее, народ поймет или не поймет. Поймет ли русский народ, армянский или ингушский народ, все зависит от нас с вами, товарищи. Если мы с вами не будем подогревать эти страсти, и не будем, как говорится, дразнить гусей и правильно объяснить, и не будем каждый из нас выдавать себе за интересами, я правильно поймите, я адрес никому не хочу прямо сказать, но все зависит от нас, какую политику мы правильно поведем. Это зависит от народных депутатов, организаторов Чеченского съезда, как с чеченцами будут говорить. Это зависит от ингушей, как они с ингушами, от русских, как русскими будет. Так что дело это на нашей с вами совести. Так, все мы, в частности, вот проект и декларацию, я одобряю текст основном, но должно быть исключена вот эта статья 14. Участием в образовании РСФСР это не должно быть. Мы образование союза государств и так, в таком духе должно быть. Далее что? Я раз повторяю, скажу, что работая проектом над Конституцией, наша рабочая группа, для сведения народных депутатов, и кто обеспокоен, если эта Конституция закладывается, смысл слова там, что упоминается. Там упоминается Конституция Чечен-Ингушетии, это проект. Это вы будете здесь рассматривать, утверждать, как или что опубликоваться. Но нигде не выделяется чеченец или ингуш. Это исходя из нашей мировой практики, цивилизации, в которой мы собираемся в правовое государство. Есть только одно понятие – гражданин Чечено-Ингушетии. Этим все сказано. Этим может быть и чеченец, и папуас, и все кто угодно. Благодарю за внимание. Слово имеет Кадзуев президент. А вот по полностью последний президент. Второй микрофон для 2 слов. Я прекрасно понимаю, что сказал депутат Ахмадов, и все-таки мы депутаты, мы товарищи, разделять не может быть. Мы не будем говорить, что ингушская делегация отойдет, что это нас оставляет равнодушными. Мы все совместно должны, безусловно, распустить суверенное государство. Пожалуйста. Оратор, который здесь выступал до меня, несколько неправильно объяснил позицию ингушской части депутатов Верховного Совета ЧССР. Мы здесь каждый представляем конкретный округ, откуда он послан депутатом. Я депутат 111 округа. И конкретно знаю ситуацию, которая созревает на той части, где я нахожусь депутатом. Извините меня, я не учен произносить рафинированные доклады. Я говорю как христианин, просто, но ясно, так как понимаю и так как понимают те люди, которые меня сюда послали. И очень прошу не считать меня менее свободолюбимым, чем вы здесь все находящиеся. Ваш покорный слуга в 1962 году, как первый диссидент Чечен-Ингушетии, входил в лагерь ПЯЖХ 385, дробь 7. И там было написано на свободу только с совестью. Вот. Так вот, ситуация ингушская, даже вы, чеченцы, которые очень близко контактируете с нами, не знаете всей грозности той ситуации, которая нависла над нами. Северная Осетия произнесла свой суверенитет. Они утвердили свою декларацию, и суверенитет она провозгласила на ингушские земли. Это пригородный и правый берег города Орджоникидзе. Правый берег города Орджоникидзе
отнятый у ингушей в 1933 году. И пригородный район, отнятый у ингушей в 1957 году. Уже несколько десятилетий мы боремся за восстановление своих национальных прав. Минимальных национальных прав, небольших каких-нибудь боремся, но практически успеха в этом у нас нет. Год у нас небольшая надежда, а надежда на верховное правительство Союза СССР у нас абсолютно потеряна. Я сам был в кабинете Сергеевича Горбачева, более вместе с депутатом Верховного Совета СССР Мусой Давсиговым. И когда оттуда из кабинета его я уходил, я думал, что я возвращаю ингушскому народу его национальные права. Все это оказалось просто нас, как говорится, заговорили. Вы это видите каждый день, смотря по телевидению заседаний Верховного Совета. Теперь, почему ингуши говорят о Российской Федерации, о невыходе из Российской Федерации? Потому что есть небольшая надежда решения этого вопроса именно на этом уровне. Если сегодня, я думаю, это возможно и случится, будет провозглашена декларация о суверенитете Чечни или Чечено-Ингушетии, а мы юридически, я как понимаю, объяснили, имеем право проводить только на своей нынешней территории этот суверенитет, или даже если мы эту оговорку туда внесем, а на комиссии мне даже сказали, что мы не имеем якобы права эту оговорку внести, а можем какой-то отдельный такой документ. А этот документ, я считаю, будет обыкновенной газетной статьей, не более того, то не дай Бог. Потому что практически наш вопрос повисает в воздухе. Он никак не может быть решен мирным путем. Вот здесь Шейх Хамзат Нулуев сказал о бросании оружия. Мы ингуши, да Боже упаси, нет этого оружия. А если бы оно было, оно давно должно было уже заговорить, если смотреть на то, в каком состоянии национальном находимся мы. Нету. Мы не говорим, мы нижайше, очень просто, очень корректно просим решить свои на всех уровнях, то их до сегодняшнего дня просили так. И здесь никакого бросания оружия не может быть. Если какой-нибудь парнишка, у которого сердце надрывается от обиды, говорит что-нибудь по этому поводу, это не значит, что ингушский народ бросает оружие. Это, Шейх Хамзат, я вас считаю, я вас очень люблю и считаю вас совестью чеченского народа. И поэтому это неправда. Мы не бросаем оружие. Теперь, так уж сложилось. В 1957 году, когда мы вернулись домой, на родину, у ингушей самым таким дерзким образом отрезали его самую историческую родину, даже село Ангушт, от того слова, даже от этого селения название сама нация ингушская получила, русской интерпретации. Так, даже это, взамен этого нам объясняли, что, дескать, члены Ингушетии присоединили какие-то два района в степях, там пески какие-то, куда ингуши, конечно, не поехали. На сегодняшний день еще почти треть нашей нации находится в Казахстане, в Средней Азии. Вот почему мы это говорим. Вот почему мы говорим, что мы бы хотели, чтобы суверенитет был принят как республика в составе Российской Федерации. А не потому, что мы менее вас свободолюбивы. Теперь, чеченский народ на сегодняшний день составляет 1 миллион человек. Ну, даже в газете читал там имя уже в поисках
имени того парня, той девушки, которая родит миллионы. Чеченский народ расправляет свои плечи. У него появляется уже свой национальный голос. Далее Кубаховшим. Нам это очень радостно, потому что чем сильнее будете вы, тем легче будет жить и нам. Поэтому мы не к вам, но вы должны понять, свой суверенитет, осетины приняли свой суверенитет на нашу землю, а куда деваться нам? Вот вопрос, какой у нас становится. Вчера мы очень тяжело, я уговаривал разойтись людей, полдня там другие работали, потому что я заболел и ушел. Мы этого боимся. Мы боимся больших, крупных неприятностей на Северном Кавказе, куда, безусловно, если будем вовлечены вы, по кровному родству вынуждены будете туда войти, в эту кашу и вы. Да, лучше малор добрый. Поэтому сегодня очень не торопясь нужно нам обсудить вопрос о государственном суверенитете. Но я еще раз дал эту баху. Работаем час 55. Будем, наверное, убирать перерыв. Значит, здесь здание на первом этаже работает буфет, это уже установили. Можно будет, кто желает, пойти в ресторан «Кавказ». Естественно, не забывай, что надо в 3 часа продолжить работу здесь. Ну, а кто не хочет «Кавказ», то нормальное движение, автобусное движение, организует работу города Грозного, столицы. Если это правильно, давайте будем делать. Если это неприемлемо, то нам все-таки объяснить. А там, как это легко говорит правильно, в 14-тысячном городе перекрыть городскую движение. Мы с вами договорились, всю эту часть обсуждения декларации полностью транслировать по телевидению. По-моему, это достаточно. Эти все, которые стоят там, не устраивают то, что мы будем записывать. Я пытался это объяснить. Они требуют поименного голосования. Я от имени этих избирателей требую поставить вопрос на поименное голосование. О чем? По полной трансляции этой сессии. Значит, организуем поименное голосование. Транслируется нет, да? Кто-нибудь поддерживает? Прошу поставить на голосование. На поле. На голосование. Мы не имеем или там возможности не хотим. Хорошо. Значит, можно либо чтобы поставить на поименное голосование. Непонятно, что транслировать. 4 мандата, 5 мандатов, 6. Значит, слово предоставляет товарищу Усманову, подготовиться к центру. Уставный выклад, народный депутат. Депутат Усманов, 37-й избирательный округ. Но прежде всего я хотел бы обозначить свою линию, свою позицию по обсуждаемому вопросу. Это касается одной принципиальной статьи, о которой раз говорилось. Это статья в последнем варианте проекта декларации, статья 14. Я хочу ее предложение по этой статье, которая прошла многие комиссии, и многие депутаты, я знаю, ее однозначно поддерживали, но, может, некоторые интерпретации в каких-то деталях. Зачитать. Чечено-Ингушская республика успешного строительства демократического общества, успешного функционирования народно-хозяйственного комплекса, обеспечения безопасности, обороны, проявляя уважение к суверенным правам всех народов, придерживаясь принципов самоопределения наций, добровольности и равноправия, может вступать в договорные отношения с другими государствами и союзом государств.
вступая в договорные отношения с другими республиками, Чечено-Ингушская республика сохраняет всю полноту власти на своей территории. Вопросы, отнесенные к совместному ведению, решаются субъектами договора на основе равноправия. Вот содержание этой статьи. Теперь я хотел бы выразить свое соображение по поводу выступления депутата Богача до перерыва. В этом выступлении он выразил тревогу, как он сказал, и даже не тревогу, а его там, в общем, не понравилось ему то, что было принято вчера на общенациональном съезде чеченского народа декларация о государственном суверенитете, то есть предложение по формулировке декларации. И здесь он, на мой взгляд, сам себе противоречит, сравнивая решение вопросов, внутригосударственных вопросов, определения статуса государства с США, противоречит сам себе. Дело в том, что США, устройство Соединенных Штатов и то, что мы предлагаем, зиждется на принципиально различной основе. Народы, которые образовали крепкое, сильное государство США, они имели, каждый из почти всех прибывших туда, свою государственную, свою национальную родину. Это и англичане, и французы, и итальянцы, и так далее, и тому подобное. Однако один народ там оказался в бесправном положении. Это индейцы. Так, мне непонятно, если Богач последователен, то что же он нас сравнивает с индейцами? У нас нет другой родины. У нас только вот одна эта родина. И он должен был понять, и я знаю, что большинство русских, проживающих в республике, и не только русских, но и других, это прекрасно понимают и поддерживают нас. В этой поддержке я убедился, когда сам занимался организацией и непосредственно участвовал в организации сбора подписей, вон там, в центре Грозного. Русские, которые проходили мимо, когда им объясняли, понимали, с удовольствием подписывали, потому что они знали, что за этим стоит. И они, видимо, прекрасно знали чеченские и ингушские народы, которые здесь живут, и что от них, кроме как доброжелательности, ждать, видимо, нечего. Об этом следует и история. Теперь о том, что связано, он говорит и ряд других депутатов, в том числе представляющих Ингушский оргкомитет, выразили о том, что мы хотим обрывать якобы все связи с Россией. Кто их собирается обрывать? Мне непонятно. Я считаю, что вот так вопрос совершенно некорректно. Обрывать связи с Россией никто не собирается. Мало того, не то что обрывать, мы собираемся эти связи укреплять. Я выражаю свою позицию так же, как я, мыслящих депутатов, многих. Дело в том, что каковы были сегодняшние связи, в чем смысл укрепления связи? Сегодня связи заключались в следующем. Чечено-Ингушетия была сырьевым придатком не России, кстати, а всего нашего государства, всей страны. Она была сырьевым придатком, сырьевой базой и одновременно являлась мусорной свалкой. Свалка в виде отходов промышленных, это в сотнях, тысячах тонн вредных веществ, выбрасываемых в Грозном, и в грязных улицах и так далее и тому подобное. Так что мы хотим эти связи такого рода поддерживать, или мы хотим сделать здоровые экономические связи, которые бы стимулировали рост производительности труда как в нашей республике, так и в других регионах. Дело в том, что неправильно понимается многими представителями, идеологами смысл государственного суверенитета. Государственный суверенитет это отнюдь не является государственной автократией, то есть замкнутостью. Напротив, это раскрытие, обнажение всех внешних границ, я имею в виду и экономических, и политических, и так далее. Закрываются страны, государства, только те, которые готовятся к войне. Мы что, собираемся воевать? По-моему, ни один человек в республике не собирается с кем воевать. И поэтому связи за раскрытие, только за равноправное раскрытие связи, за крепкие связи.
И поэтому государство, суверенитет государства укрепляется не изоляцией, а только раскрытием связи. И прошу вот это учитывать. Теперь следующее. Значит, здесь вот часто идет, такой фигурирует термин. Вот мы против из России. Я не понимаю, зачем так вопрос ставить? Это совсем корректно. Даже, я скажу, подло ставить так вопрос. Потому что это провоцирует. Сразу, значит, если люди заявляют, что я выхожу из России, ну, то есть республика, якобы вот я против русских. Против России. Неправильная постановка вопроса. Мы сейчас стоим на пороге подписания союзного договора. Одна к нам обратились, и парламент страны, что республики все народы должны определиться, как они хотят войти в этот союз. Союз, только здоровый союз, настоящий союз. И по этому вопросу стоим, хотим ли мы входить в какой-то республики, то есть можем или мы не можем жить самостоятельно, строить самостоятельно свои политические и экономические отношения с внешним миром и союзом государств. Или же мы хотим, значит, не входя в какую-либо республику, в том числе и в Россию, заключить равный суверенный договор. Я думаю, что это мысли, которые часто так входят в мир, это мысль направлена на то, чтобы провоцировать, вот, я так убежден, антирусские настроения. Я могу сослаться и на съезд, который чрезвычайный съезд. Вот депутат Коломенский знает мою позицию, я был вот в Шилковском и выражал свою позицию, где прошел этот съезд Ногайского и Терского, Ногайского народа и Терского казачества. Дело в том, что я считаюсь искренности и желании сделать хорошее именно для своего народа, организаторов съезда, потому что они провели этот съезд явно так вот неподготовленно, вот, и представители на этот съезд не представляли всех представителей русского населения, я не повторяю, говорю русского населения, которые живут вот, в Шелковском, в Тяжинском районе. Там выступали многие представители некоторых станиц, которые говорили, что в этих станицах, где проживает 95 и так далее процентов русских, никто и не знал, что там был этот съезд. То есть не спрашивая их, выразили эту волю. Этим самым настраивая русских против нас, а чеченцев против русских. Я считаю, что это принципиально неправильно. Никто не хочет, чтобы здесь проводилась политика на столкновении между собой, к счастью, дружно и крепко живущих народов республики. Я думаю, что в этом вопросе будет даваться отпор не только Верховным Советом, но и всеми политическими движениями, организациями, которые создаются в республике. И он дается этот отпор. И когда понимают, когда мы объясняем это дело, все поддерживают и все согласны с этим. Теперь вопрос, еще один момент такой, я бы хотел остановиться на экономическом. Я не собираюсь делать доклад по экономическому, потому что, хотя я готовился к этому, здесь находится он, экономисты, профессионалы, они сделают это в миллион раз лучше меня, я еще был некорректно, если это делал я. Я просто остановлюсь на таком моменте. Мы на съезде позавчера обозначили, что мы имеем сегодня в экономическом потенциале, я повторяю, какой кризис экономический. Мы увидели, да мы это и так чувствовали, что мы имеем средних показателях по экономическому потенциалу одну из ведущих позиций в Российской Федерации, но однако оказались мы на 73-м месте, на последнем месте практически по многим показателям социального развития. Разве нам такие связи нужны? Разве мы о такой жизни заботимся? Что мы провозглашаем? Выход, не выход в целях, лишь бы только сказать? Или мы хотим, чтобы жизнь народов, которые живут здесь в республике, была направлена на цивилизацию, на развитие благосостояния этих народов? Я думаю, что этот аргумент должен всех ставить в рамки, во имя чего мы сейчас добиваемся этого суверенитета. Теперь я бы попросил тоже, вот мне очень не импонирует позиция во многих вопросах Иссы Кадзоева. Я с подавляющим большинством с ним согласен.
может, бывают детали. Но я знаю позиции некоторых представителей Ингушского комитета тоже, которые безответственно заявляют, что вот мы добьемся автономии и переселим всех ингушей с Грозного в Ингушетию автономию. Но разве так можно ставить вопросы? Опять это противоречие, столкновение между народами. Мы не можем допустить этого. Теперь я бы хотел остановиться на таком тезисе, который вот тоже выражает суть, значит, духовную суть, именно духовную суть народов, людей, которые стоят на улице. Я вот сказал бы словами, которые вот очень удачно привел позавчера, вот гость нашей сессии, вот Абу-Бакаров. Есть понятие нация, есть понятие толпа. Осознание данным народом, себя именно народом, осознание своей неповторимости и отличия от других народов, готовность защищать свою самобытность, все это есть необходимые условия для национального единения и возникновения национального государства. И в этом смысле всякого рода попытки противопоставить независимость и самобытность народа его желудку, эти понятия имеют в действительности одну цель – зародить сомнения в душе народа, рвущегося к свободе, относительно целесообразности этой свободы. Народу как бы нашептывают: обретешь свободу – получишь голод, откажешься от свободы – получишь хлеб. Безнравственность всей этой идеологии совершенно очевидна. Если народ предпочитает желудок свободе, это не народ, а толпа, обезумевшая от голода. Настоящий народ готов сесть на хлеб и воду ради независимости. Толпе же нужен только хлеб. Кроме того, во всех этих попытках доказать, что данный народ не потянет без великодушного покровительства со стороны других, есть нечто от колониальной политики и психологии. Тут можно привести, как развивались народы, обретевшие свободу. Это и представители народов Африки, Азии и Латинской Америки. По-моему, примеров много. Не буду на этом останавливаться. Я просто хочу сказать, что люди, которые стоят на улице, это не толпа, а народ, это нация, представители нации, которые осознают именно свое место в истории. Это причем представители нации, которая доказала в своей истории и свой интернационализм, и свою в отношении ко всем другим народам. И не надо пугать именно этим термином. Благодарю за внимание.